Так, вот мы выписали здесь глагол to be. Это инфинитив, то есть он не показывает ни время, ни лицо, ни число. Просто действие или состояние. Am, is, are — это глагол to be, но в настоящем времени. Was, were, Прошедших. да, этот же глагол. Но когда нам надо эти формы глагола поставить в будущее время, тут вот мои ученики путаются. Значит так, будущее время образуется при помощи вспомогательного глагола will. Вот если will мы поставим перед m, тут будет противоречие, потому что will показывает будущее время, а m показывает настоящее время. Will плюс m надо писать will be. То есть мы у этого m забираем времени, и у нас получается инфинитив be. Теперь из будущего времени мы перед ним ставим will, и у нас получается... Отлично. То есть это будущее время, это настоящее. У нас не может быть одновременно и будущего, и настоящего времени. Поэтому мы убираем у него настоящее время, и получается will be. То же самое, are показывает настоящее время. Мы впереди поставим will, и у нас здесь будет будущее. Так, будущее или настоящее? Все, will be. Was показывает прошедшее время. Если мы перед ним поставим will, так, вот здесь вот. Will plus was will be в будущем времени. Будущее время. Здесь. Ага. То есть will показывает будущее время, а это прошедшее время. Нам не нужны эти два времени одновременно. То есть мы у was забираем прошедшее время, и у нас получается be. То же самое с формой were. Она показывает форму прошедшего времени, но множественного числа. Мы перед ним ставим will, он показывает будущее время, но у него забираем прошедшее время. И получается will be. Will be. Теперь берем инфинитив to be. Чтобы он был в будущем времени, мы перед ним ставим will, но частицу to убираем. Will be. Ага. Хара вуболду, но шицана хирву очкана хара. Will be. Ага. Ву или ю или ду или бу, но хирбу очкана. Will be. Так. Will be. Ага. Are Will be. Was Will be. were Will be. to be. Will be. Все.